В весовой категории 56 килограммов встретились Шамиль Ирасханов, представляющий клуб «Ахмат», и Сергей Федотовский. Чеченский боец с первых секунд взял инициативу в свои руки и в первом же раунде добиванием выиграл этот бой. Желающих посмотреть на бои профессионалов собралось немало. На спортивном шоу присутствовали именитые спортсмены. Ну а главный гость сегодняшнего вечера – глава республики Рамзан Кадыров. В более тяжелой весовой категории встретились Денис Муцник из Казахстана и Абдурахман Дудаев. Для нашего бойца этот бой стал матчем-реваншем. В начале второго раунда удушающим приемом он выиграл этот бой. Более захватывающим и зрелищным оказался бой между Денисом Федуловым и Черси Дудаевым. Оба спортсмена показали высокое мастерство и выносливость. Удушающим приемом чеченский спортсмен выиграл этот бой. Самую эффективную победу показал Шамиль Завуров, который прямым ударом отправил своего соперника в глубокий нокаут. Не менее зрелищным стал и бой между Рикардом Сильвом и Зурабом Бетельгараевым. Однако и здесь чеченский спортсмен выиграл удушающим приемом. Одну из быстрых побед одержал и Салман Джамалдаев. Со своим соперником он не стал церемониться. Арби Мадаев, всем известный как Балу, тоже показал хорошую тактику боя и уверенно победил в сегодняшнем вечере. Саламу Абдурахманов первый раз своего соперника из Хорватии Давида Васича отправил в нокдаун, а спустя небольшое время отправил в нокаут. Беслан Ушуков с первого же раунда взял инициативу в свои руки. Пассивная защита Василия Федорича из Украины привела к тому, что чеченский боец провел удушающий. Личный рекорд чеченского бойца 6-1. А вот Хасан Асхабов вместе со своим братом Хусейном впервые выступает дома. Оба брата показали высокую технику боя и убедительно одержали победу над своими соперниками. Дебютное выступление Юнуса Евлоева также оказалось успешным. Чтобы одержать победу над своим соперником из Украины Олегом Михайловым, ему не понадобилось много времени. Говоря о следующем бое, нужно сказать, что этот бой стал одним из двух самых продолжительных боев сегодняшнего вечера. Михаил Малютин единогласным решением судей по очкам выиграл у своего соперника из Болгарии. А вот Максим Гришин не изменяет своей традиции. Спокойно и уверенно, и как всегда досрочно одерживает свою очередную победу над Маликом Мирадом из Франции. Бой между Абубакаром Вагаевым и Ясуби Энамото изначально вызывал повышенный интерес в СМИ. Абубакар Вагаев показал стойкость духа, выносливость и, самое главное, бесстрашие. Но по исходу 3 раундов по очкам чеченский спортсмен все же проиграл. В главном бою вечера встретились Абдулкерим Идилов по прозвищу Чеченский Лев и бразильский джиу-джитсер Леонардо Гаслинг. Самая ожидаемая битва оказалась и самой короткой. 26 секунд. Столько времени понадобилось нашему спортсмену, чтобы техническим нокаутом одержать победу над соперником. Ну, всякое бывает. Ой, какой лом влетел. Бразилец, очевидно... Ой-ой-ой-ой-ой. Сломал, что ли? Ничего себе. Может быть. Ну, это все. Пришел, увидел, победил. Это нокаут. Вот так. Все просто. Ну, кстати, такое бывает. Я помню, как Тайсумов как раз это травма, да. Фина ломанул таким же ударом, только, имеется в виду лоу-киком. Но это было в положении, когда Фин находился в партере. Ну, это вообще феноменальная такая штука. Да, забитие лоу-киком. Ох ты, над суставом, тяжелючий удар. У тайцев вообще есть такая вещь. Для них большая радость, в отличие от многих остальных. Ну, а теперь к официальному. Абубакар Вагаев все отлично показал. К объявлению победителя в связи с невозможностью продолжать поединок, то есть таково. Абдулкерим Идилов. Ну что, мы все его вместе также и поздравляем. До сих пор пребывает в положении... А бразильцы, что? Да, все лежит. Все там же. Согласно заветам Александра бразильцы. Вот добрые традиции создаются у нас. Александр Шлемин такую традицию привел. Показал как бы высокий уровень взаимоотношений между странами. Ну, тоже такая высокая планка, которую приходится подтверждать. Большой получился, знаете, большой бойцовский ивент и майнкарт, да. Да, вот теперь детям прикольно, дети развлекаются. Ну да. Ахмед Джабрилов, Муслим Типаев, Денис Хаухаров. Новости.